Андрей Львович, вот с вашего позволения я один вопрос хочу задать, на который хочу прямой ответ услышать. Вот в 4 статье речь идет об акватории моря. Какой вот уполномоченный орган будет подписывать договор аренды и как на основании чего будет подписываться договор аренды? Только на основании этого, да? То есть у нас аренда морских пространств, это допускается, да? Межправительственное Не, соглашение. я понял. Вы на чем основываетесь, когда вообще про аренду акватории? Еще раз повторяю, на чем вы основываетесь, когда говорите про аренду акватории? Вот мне интересно. И какой государственный орган подпишет этот документ, наш вопрос? Надо изучить. Ну, вот я же про это и говорю, что надо изучить. В чем цимус? Я так Все не вопросы надо изучить. Давайте вместе, если они нас пригласят, придем на заседание, согласны. Марк Сергеевич, потому что вы этого говорили, да, вы говорите, что если от вопроса вы в парламенте, ну, как бы неоднозначно мнение. Да. Да, вопрос координатора он стоял, так у нас получилось, вышла ситуация, что он не очень. Потом вопрос. Да. И третий лиц. Да. Я лично говорю свое мнение. Для меня вопрос юрисдикции, я понимаю, что это стратегический объект. У нас помимо этого объекта еще есть на территории Республики Абхазия Достаточное количество, да. Также, да, имеет определенный статус, мы понимаем, там, когда Петишук говорит, что там даже уборщица чуть-чуть будет иметь там определенный статус. Мы понимаем, что там простая уборщица уже не будет находиться вообще с учетом тех лиц, которые будут посещать данный объект. Уборщица тоже будет, наверное, я думаю, с названием как минимум. Но это так, как говорится, в виде шутки, что слышим со стороны. Касаемо, значит, передачи третьим лицам, я лично для себя считаю большим аргументом в статье пункт, который гласит, что российская сторона будет непосредственно исключительно в целях вооруженных соглашений. Это для стороны. Я перебью, пожалуйста. Я вам хочу напомнить, мы вот в июне 22 года в Пицунде с вами, помните, встречались, да, и как раз мы в таком коротком формате этот вопрос с вами передачи третьим лицам мы тоже обсуждали. Вот я помню, вы говорили о том, что заключение необходимо по поводу того, что передачи третьим лицам. Вы такое заключение получили или до сих пор его нету? Мне хотелось бы понять. И если уже так говорить, это все-таки двустороннее соглашение, да, которое в случае передачи третьему лицу его ни в коем случае не ограничивает. Мы же по порядку говорим, что касается 26 статьи, когда мы будем расторгать это соглашение, да, то это все также остается у того, кому мы собственность передали. Поэтому я считаю, Алхаз Валигович, мы с этим не спорим. Еще раз я повторяю, Алхаз Валигович, да, но даже вопрос этого возмещения там в 26 статье не присутствует. Мы эти все вопросы, вот, что касается передачи третьих лиц, ну, на самом деле, по-честному считаю, что все-таки надо получить, да, вот то, о чем мы с вами говорили, заключение юристов. Не знаю, кто это будет. Да, не знаю, кто это будет, но глубоко убежден в том, что это надо сделать, потому что этот вопрос тоже требует проработки, я так считаю. Тем более, если мы вот сейчас, Анна Львович, говорим о том, что мы не знаем, какой орган будет подписывать. Я знаю, я не знал, какую статью вы говорите, я могу ответить, я открыл статью, и мне все стало понятно. Передачу акватории? Конечно, 4-я, вы что про 4-ю да, говорите? Да, я когда говорю, надо изучить, какой уполномоченный орган, я вот не знаю. Написано, российской стороне передаются земельные участки, на которых размещен объект, и прилегающий к объекту участок акватории моря, границы которых определены приложением к настоящему соглашению. Приложение к настоящему соглашению является его неотъемлемой частью. Правительство Еще раз повторяю, смотрите, там надо будет подписать договор аренды. После этого, еще раз повторяю, мы должны подписать договор аренды земли и акватории моря. Повторяю вопрос, какой государственный орган тот, который уполномочит правительство Республики Абхазия. Какой? Тот, который уполномочит. Какой? И на основании чего? На основании вот этого. Кого определил орган решением Кабмина, мы уполномочим именно по этой причине, Андрей Львович. Это же будет законно, когда Кабмин определит. Это будет законно тогда, когда... Я просто не понял, в чем суть вашего. Это будет законно тогда, когда ратифицировано будет соглашение.
границу. Да, но до этого момента мы этим вопросом обязаны задаться. Мы обязаны задаться в нашем... Он будет ратифицирован. Еще раз повторяю, вот смотрите, опять же, в вашем заключении оно не ратифицировано. Когда будет ратифицировано, и здесь я написано, еще раз повторяю, абхазская сторона. еще раз, Андрей Григорьевич, повторяю, нам до момента ратификации этого соглашения надо все изъяны в нем устранить. Мы уже устранили. Не согласен я с тем. Это ваша позиция. Я с этим не согласен. Ну, я надеюсь, что парламент такие мы прецеденты не допустит. наверное, да? Да. Ну, во-первых,